Девочке очень хорошо быть учителем. И девочка не стала учителем? Конечно же нет. Почему? У меня отец был энергетиком, я это с детства видела, какая необходимость в том, чтобы всегда у нас был свет. Это необходимость, что вот круглосуточно была такая обязанность, что все медицинские учреждения, все хлебопекарни должны были получать свет, потому что утром детям должно было на стол идти горячий сдобный хлеб. А без света как это? Очень непривычно, когда видим, что вот там чинит компьютер женщина или чинит розетку женщина. Конечно же, мы улыбаемся, нам приятно это все, но это есть. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Гендернетика». Меня зовут Зибота Джибаева. Этот цикл мы называем «Гендернетика», потому что гендер и энергетика. Он пишется в рамках программы Азиатского банка развития, которая направлена на развитие сектора энергетики. Одной из целей программы является укрепление потенциала, в том числе расширение прав женщин в энергетическом секторе. Сегодня у нас в гостях Дильбар Сабирова, ведущий инженер договорного отдела открытого акционерного общества Шабакахоя Таксимоти Барк. В центральных электросетях она работает, вообще в электросетях она работает с 1995 года. Это такой шикарный, классный срок и вообще удивительно для женщины, если честно, потому что мы все привыкли о том, что все-таки энергетика – это больше про мужчин. Дильбар Джаборовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли в энергетику в 1995 году, уже окончив политехнические? Нет, даже раньше. Рассказывайте, как вы вообще выбрали энергетику и почему вдруг это стало вашей судьбой? Потому что обычно, и учитывая 95-й год, не все так было гладко, да, и я думаю, что тогда, наверное, тоже не было много женщин в этом секторе. Да, в основном были мужчины, больше в коллективе было мужчин, конечно же, но я выбрала энергетику, может быть, по той причине, что 22 декабря, День энергетиков, у нас в семье было принято всегда праздновать. Это был наш семейный праздник, как и Новый год, как и 1 мая и все остальное. У нас всегда был стол накрытый. Это был наш праздник, так как мой отец был энергетиком. То есть это семейное у вас? Да. Вы решили пойти по стопам отца? Это мое второе образование высшее. А первое? А первая – таджикская филология, так как в 1989 году был принят закон о языке, и, как говорится, в тренде был таджикский язык. Открывались еще дополнительные факультеты таджикского языка. И мои родители решили, что, как вы говорите, учитель, преподаватель таджикского языка – более женственная профессия. Так как на тот момент у нас уже были студенты в семье автодорожного факультета Политехнического института, АСУ Политехнического института, у нас уже были и энергетики, продолжатели. Стемовские такие направления. А тут, хорошо, девочке очень хорошо быть учителем. И девочка не стала учителем? Конечно же нет. Почему? Потому что меня больше привлекало то, что у меня отец был энергетиком, я это с детства видела, какая необходимость в том, чтобы всегда у нас был свет. Это необходимость, что круглосуточно была такая обязанность, что все медицинские учреждения, все хлебопекарни должны были получать свет, потому что утром детям должно было на стол идти горячий сдобный хлеб. А без света как это? То есть все практически завязано на том, как поступает электроэнергия во все и больницы, школы, в дома. То есть мы в принципе очень сильно зависим от энергетики сейчас. Да, и это было. И это было тогда. Это было всегда, да. Когда вы поступили, много девочек было в политехническом? Во всем нашем потоке было более 80 студентов. Было у нас 3 девочки. Все доучились? Одна была в другой группе, по-моему, электропривод было. 10.04 нас было 2 девочки. Электроснабжение закончила только я
Вторая девочка после 3-го курса ушла. Ей было сложно учиться там. Сложно почему? Потому что было больше мальчиков или сложно потому, что все-таки науки, да, технические, они все-таки сложнее? Ну, чуть-чуть? видимо, ей, да, это слишком, возможно, тяжело давалось. Что в таком... Все мальчики, и вы одна? Ну, не знаю. Не знаю. Было легко, да, такое? Ну, я с радостью училась. И потом уже пошли работать дальше? Я уже работала. Вы уже работали да, на тот момент? я уже работала и поступила в Политехнический институт. Высшее образование у меня до этого уже было первое. И чтобы остаться в энергосистеме, чтобы работать в главке, я вот мечтала об этом, поступила, и вот до сегодняшнего дня работаю в этой системе. Вы все-таки работаете в таких отделах, которые, наверное, меньше связаны, да, вот с бумажкой. Ну, как мы обычно женщину, даже в энергосекторе представляем. В отделе кадров, перекладывающие бумажки, в бухгалтерии, экономистам и так далее. Ну, то есть все, что, в принципе, там, ну, не особо связано, да, напрямую с энергетикой. А у вас отделы, я посмотрела просто, вы и в службе сбыта работали, да, сбыта и ремонта. Да, да. Как получается? Ну, это, не знаю, наверное, больше было мужчин тоже, наверное, да? Ну, до отдела договоров, конечно же, было, наверное, больше мужчин, да. Уже когда у нас постоянно менялась структура, у нас поначалу было всего 23 человека в сбыте сотрудников, и 5 было это в Сузской области, так как было далеко. 5 человек наших, вот 28 человек всего было в сбыте. В данный момент только в главке нас более 100 человек. Вообще по системе более 8 тысяч работают. Ну, конечно же, женщины всего 11-12% составляют из вот всей численности. Ну, в договорном отделе, конечно же, руководитель у нас всегда был много времени мужчина. И коллектив женский. Было и когда и 12 человек, было когда и 8 человек. Нас были в основном женщины. В данный момент нас 2. Всего в отделе 2. Самые, да, старые, кто вот работали, мы остались, видимо, самые такие вот стойкие. Ну, у вас, наверное, с того, что все автоматизировано сейчас, поэтому, в принципе, не такой большой отдел. Ну, возможно. Структура постоянно меняется, да. Сейчас биллинговая система, больше данных, но все равно данные по биллингу это все только новое, все возобновляется, работы ведутся, программы составляются для облегчения работы, чтобы данные все были автоматизированы. Но пока все это вот восстанавливается и вот велись работы, данные все, конечно же, брали у нас. Чтобы сравнивать, чтобы правильно шла работа, брали вот последние 3-4 года, брали постоянно данные у нас и сверяли с новой программой. Вот так вот я могу сказать уверенно. Вы все время говорите главка. Это такой, да, что имеется в виду главка? Это у вас, я понимаю, что это... Головной офис, видимо, Бархи Тоджик. Это как я привыкла с 95-го года, 98-го году мы были главком. Вот, видимо, у меня это вот и осталось, да. Да, чтобы пояснить, чтобы людям было понятнее, что такое все-таки главка, Бархи Тоджик. Сейчас у вас уже отдельное открытое акционерное общество, да, распределительные сети. Да. Что вам больше всего запомнилось за 30 лет работы? Почти 30 лет работы в энергетике. Прям такие яркие моменты. Иногда, может быть, это там, когда было прям очень приятно, или были прям очень тяжелые дни, но вы прям справились. Ну, многое всего было. Было время, когда мы брали на ночь домой работу, все сидели, вот учеты там какие-то вели. Такие времена тоже были. Ну, яркое. Очень были у нас хорошие наставники, причем женщины, на которые я в молодости вот мечтала вот достигнуть вот этого статуса тоже, который был у них. Ну, я не думаю, возможно, и я дошла до этого в данный момент. Вот была мечта яркая, что я получила, значит, Алучи Бархи Тоджик, вот, отличника, да, Бархи Тоджик. Ну, думаю, что я, наверное, заслужила это, раз посчитали меня достойной и вручили такое мне вот
звание Алучи Барктоджик. Каждый год зимой, да, это всегда вызов перед энергетиками, потому что зимы становятся холоднее, ну и даже летом сейчас, да, это тоже, в принципе, вызов, потому что и лето жарче, когда мы потребляем очень много электроэнергии на то, чтобы сначала обогреться или, например, охладить помещение. Да. В эти моменты тяжело работать? Ну, у нас с весны уже начинаются работы, подготовка осенне-зимнему периоду, ведутся вот эти вот работы по техническому обслуживанию, вот подготовка, осенью ведется уже резко деревьев. Вот к зиме мы как бы готовимся уже с весны всегда. Проверяются все трансформаторы, заливается масло, там технически говорю, ведь осмотры уже вот к этой нагрузке зимней мы начинаем готовиться с весны для следующей зимы. У нас это идет все по программе, все по процентовке, все рассматривается, все подготавливается, какие нужны линии уже меняются. Ну, а там уже как нагрузка уже. А там уже как карта ляжет, да. Бывает, да. что и холоднее. В прошлом году, например, ну вот эта зима, да, которая с февраля там начинает, да, с января точнее, она была прям очень холодной. Но я заметила, что, например, у нас не было таких аварий серьезных по городу. Например, ну, по крайней мере, в том микрорайоне, где живу я, если сравнивать, например, с зимой 2008 года, когда, в принципе, морозы были такие же. Но тогда пришлось просто копать самостоятельно землю, чтобы проложить кабель, который сгорел. Это было довольно сложно, и не хватало электромонтёров, они были прям на расхват. Потом, правда, после этого нам установили новый трансформатор, вообще трансформаторную будку новую, дополнительную, да, мощнее, усилили ее, и в принципе после того ни разу не было такой прям серьезной аварии, чтобы можно было. Ну, мы все видим, что город растет, потребление растет. У людей, может, у кого-то не было кондиционеров, сейчас у всех есть. Да. Освещение в городе прекрасное, город светлый, красивый. Особенно, когда мы спускаемся с самолетом, мы видим, какая красота, ночное Душанбе, какая красота у нас. Потом работы вот Душанбинская ТЭЦ, чтобы было как-то разгрузки на электроэнергию. Отопление у нас работает. Это тоже, ну, раньше и ТЭЦы относились к Барктоджик. Сейчас вот то, что нас распределили, уже ТЭЦы не наши только распределительные сети городов и районов. Эти работы все ведутся, стараемся, планируем для улучшения работы. Планируем, как бы вот было меньше потерь. Вот у нас работы ведутся по выносу электросчетчиков, заменяются там индукционные счетчики, устаревшие на новые модели. Вот сейчас вот на интеллектуальные, чтобы учет и все, и нагрузка, все рассчитывалось правильно. Соответственно, трансформаторы становятся, вот как вы сказали, переустанавливать на более мощные, на более модернизированные, новые, которые уже Я сейчас слушаю вас, и я думаю, что да, вам приходится разбираться и в моделях, и знать, какая там мощность, какая нагрузка, что выдерживает, не выдерживает. Ну, мы должны хоть каким-то образом, да, в этом все понимать, потому что нам со всей республики приходят звонки с вопросами, даже наши сами сотрудники в каких-то своих вот вопросах, если не находят ответы, если мы договорной отдел, это не значит, что мы должны вот только вот эту бумажку взять и все для того, чтобы подписать договор, соответственно, нужно, чтобы были необходимые документы, чтобы были техпредложения, чтобы учитывалась нагрузка каждого трансформатора сначала, потом уже выдается вот разрешение на подключение какого-то абонента согласно его нагрузке. Конечно, просто так договор не заключается, ведь потом мы ежегодно это лимит рассчитывается каждому
как вы говорите, юридическим, вот не промышленным и непромышленным организациям. Это все, конечно же, учитывается, все акты приемки, акты браковки, все, что есть, все в договорах, это тоже подшивается, все разрешительные документы, все идет в договорах. Я считаю, что я всегда своим отделом, вот филиалам говорю, что основной отдел, да, там где-то что-то, ремонт и все, но основной отдел – это отдел договоров, это юридическое лицо, которое там абонент, если даже что-то оспаривается или что без договора, ни один абонент, ни один потребитель не имеет права подключаться к нашим сетям. Я вот все вот говорю, что это основной отдел, потом идет юридический отдел. Ну, не знаю, может, я в чем-то ошибаюсь, но вот практика моей работы показывает, что это так, да, что договорной отдел – это не всего лишь бумажки, которые, как вы говорите, это женская работа. Не, ну я не говорю, что вы, ну там же в договорах. Большей части, вот да. Ну да, просто обычно мы же так и привыкли, что мы не видим, например, электромонтёров женщин. Ну, их, может быть, они есть вообще? Электромонтёры, да. Контролёры есть, инспектора есть. А вот электромонтёров пока нет. Вот в лаборатории с нами, вот когда я пришла на работу, работали 2 женщины, русскоязычные женщины, очень умелые, очень знающие свою работу, очень веселые, всегда шли на помощь нашим мальчикам, объясняли, показывали на приборах все это. Вот у них очень ловко эта работа вот прям вот получалась. Сейчас, конечно же, тоже очень непривычно, когда видим, что вот там чинит компьютер женщина, или чинит розетку женщина. Конечно же, мы улыбаемся, нам приятно это все, но это есть. А вообще сложно завоевывать авторитет среди мужчин в таком секторе? Ой, ну я не знаю. Бывали случаи, что мой начальник говорил, что ну если Дильбар сказала, значит не стоит, чтобы я повторялся. Ага. Бывали случаи, что мужчины звонили и на меня жаловались, что я очень дерзкая, жестко с ними. Ну иногда необходимость возникает, да. Так разговор. Да. Ставить на место, в конце концов. Да, слишком волю не давать. Девочки, которые, возможно, сейчас нас слушают, или их родители, которые думают, что, в принципе, девочка могла бы пойти, да, в энергосектор. К чему им быть готовыми вообще? Учиться, не бояться, идти вперед, работать. Если у них мечта, то надо всегда к этому идти. Сложно учиться? Ну, надо учиться. Вы, наверное, просто со всеми терминологией, со всеми данными жили, да, уже в семье. Поэтому так... Ну, последний момент, вот считаю, что когда почему для меня, я говорю глав, с отцом в 92 году я последний раз общалась по рации, была гражданская война, не было никакой связи, было единственное, у меня отец был на тот момент начальником диспетчерской службы южных электрических сетей. Конечно же, эта работа вот с детства, энергетиком, я с детства знаю, что есть опоры, знаю, что есть высоковольтные линии, я знаю, что необходимость в трансформаторе, чтобы он работал, чтобы было правильно все исправлено, что близко нельзя подходить никому. Это я все знала с детства. Не знаю, когда все боялись сдать экзамен, а у Бакировой я за первый раз сдала, когда все боялись сдать, там, например, экзамен по экономии. У нас учительница была такая. Я зашла и в первый раз, как вот за первый, вытянула билет и сдала. Может, мне как-то это все легко давалось, более легче, чем другим. Преподавательницы, как я слышу, у вас были женщины? Да. Большинство? Или в равных долях? В равных да. были. Много было, по крайней мере, да, женщин? Да. Как молодые, так и уже взрослые учителя были. Все предметы, которые такие сложные. У нас и вышмат была женщина. Вот как-то не знаю. У меня мои начальники, когда я была молодой, тоже были преподаватели политехнического института. Они и работали, и преподавали. Поэтому было у кого поучиться.
Они как начинали разработку вот это всяких вот всего там эти формулы, мне все это было интересно. А что они там рассчитывают? Тебе еще рано, но мне было интересно это все. Почему девочки должны вообще выбирать технические специальности, как вам кажется? А почему бы и нет? Тоже хороший вопрос. Нет, реально. Мне довольно сложно на него ответить, потому что, несмотря на то, что у меня технический склад ума, я все-таки оказалась в такой более гуманитарной, да, сфере журналистики. Но я бы, наверное, хотела бы, чтобы мои девочки овладели бы больше техническими науками. Ну, что-то как-то не складывается у них с этим. Ну, не знаю, у меня то, что я взяла первое образование, вот, например, там на первом курсе мы психологию, педагогику изучали, я думаю, что вот то, что я работаю в головном офисе вот по республике, и, соответственно, и с севером, и с югом люди разные, то, что нас вот там готовили, что каждому должен быть индивидуальный подход, возможно, вот это вот мне и дало, что мне легче работается вот с людьми. По крайней мере, очень меня уважают. Каждый по-своему называет АПА вот на свой лад, на свои как диалекту, да. Мне это очень приятно. Может быть, вот именно вот то мое знание, вот как вы говорите, гуманитарное, вот здесь мне помогает все равно. А девочки, ваши дети вообще? И ваша дочь пошли в технические? Они пошли по стопам своего отца. Куда? Ну, гены у них вообще такие художественные. Ага. Это гены. А дочка у меня пограничник. Вот. Хотя закончила, как и мама, совсем другой факультет. Она у меня художник по специальности. Угу. Дополнительно еще училась. Работает, изучает языки. Сын у меня концепт-арт, тоже он в данный момент своим трудом, своими знаниями, своими, вот считаю, вот, как говорится, вот этим вот художественным, вот этими генами. В данный момент он находится в Швейцарии, работает, живет там. Ну, а младшая еще ученица школы. Значит, пока у вас энергетиков нет. Нет. И технарей? В моей семье нет, а в родительской семье у нас предостаточно. Спасибо большое, Тельма Джаборовна. Рада была с вами пообщаться. Я думаю, что вы своим примером вообще можете вдохновлять девочек, чтобы они шли в энергосектор. Потому что сейчас это очень важно. И он всегда был очень важным, да, сектором? Да, я тоже считаю так, что... И девочки могут там работать, конечно, в принципе, и расти по карьерной лестнице. И сейчас создаются все условия для того, чтобы они это делали. Спасибо. Да, конечно же, я благодарю, что сейчас женщин поддерживают вот по программе гендерной политики женщины в энергетике вот очень поддерживаются, проводятся какие-то вот дополнительные курсы с нами проводят, тренинги, да. Это очень приятно нам, мы рады, что вы за нас, что государство за нас, за женщин. Мы сможем. Мы стараемся, да, поддержать все это, не подвести. Спасибо большое. Всего доброго.